В Верхоянском районе прошел фестиваль «Город Верхоянск. Центр холода мира». Он был посвящен 150-летию начала метеорологических наблюдений в районе. В рамках фестиваля был дан старт международному проекту «Покорители холода». Также состоялась первая специальная Олимпиада России в Арктике и многое другое. Обо всем по порядку. Юрий Осипов. Фестиваль проходит в Верхоянске в третий раз и традиционно с размахом. Этнокомплекс Хоптолох, где состоялся праздник, был построен в 2016 году для проведения республиканского эссе Холонхо. С тех пор местность используется круглогодично. Ал-Лукмас у нас тоже имеет символическое значение. Наш Ал-Лукмас отличается от всех Ал-Лукмасов тем, что он возвышается над миром, можно сказать. Вот внизу у нас сделано как глобус. И Ал-Лукмас мы зажигаем в ночь на 1 декабря. И с этого мероприятия у нас по республике начинается фестиваль «Зима начинается в Якутии». На празднике собрались все 17 населенных пунктов района. В этом году новшеством стало проведение гастрофестиваля. Участники готовились заранее и представили множество блюд национальной кухни. Проведение фестиваля «Полюса холода» для нас очень значимо, потому что мы все жители города Верхоянска очень одушевлены, вдохновлены и консолидированы в том, что мы должны этот праздник провести на самом высоком уровне. Все, что это у нас сегодня представлено, это все значит индигирка, все это значит самое холодное блюдо. Мы хотели всем доказать о том, что в нашем городе мы производим то, что сегодня необходимо действительно на полюсе холода. Фестиваль объединил местных жителей и гостей Верхояния. Погостить на празднике из Хангаласского района приехал нигериец Марк Бабатунде. Он уже несколько лет живет в Якутии, но программа его все равно поразила. Очень хорошо, как эссе, как якутский эссе, как праздник, как всегда якутский эссе. Много интересных программ, там много, которые раньше не видела, сегодня видим. Дети играем. Очень интересно, очень хорошо. Традиционными соревнованиями фестиваля являются забеги лошадей и быков. Трибуны заполнены до отказа. Все местные жители и гости праздника с азартом наблюдают за зрелищем. Потрясающее все настроение, потому что здесь царит очень такая душевная атмосфера. Здесь очень гостеприимные жители города Верхоянска, которые просто сделали для нас какой-то такой праздник. И мы очень рады здесь находиться. И всех приглашаю посещать фестивали в городе Верхоянск. Они на самом деле стоят того. 150 лет назад в Верхоянске начали вести первые метеорологические наблюдения. Примерно тогда и была зафиксирована самая низкая температура на отметке минус 67,8 градусов по Цельсию. Коммерческий полюс холода может быть и в Африке. А в Верхоянске именно было зафиксировано вот именно 67,8. Это и научно доказано, и уже зафиксировано. Так что спорить об этом и не стоит. В рамках фестиваля состоялся официальный старт масштабного международного проекта «Покорители холода». Не случайно местом проведения был выбран именно Верхоянск. Очень символично, что именно здесь, в Верхоянске, где впервые в мире была установлена самая низкая температура в 1885 году, очень символично, что именно здесь этот старт проекта состоялся именно на этом историческом месте. Верхоянск – один из самых древних городов, и ему сейчас не хватает как можно привлечь больше внимания, и поэтому мы стартовали именно здесь. Также здесь состоялась специальная Олимпиада России в Арктике. В ее рамках были организованы соревнования по арктическим видам спорта. Дни состоялось открытие, регионального отделения специальной Олимпиады в Якутии именно на самой холодной точке мира. И вчера прошли соревнования именно для детей с ментальными нарушениями по национальным видам спорта. Они, конечно, не входят, этот вид спорта не входит в олимпийский, но, тем не менее, старт дан. Проведение фестиваля стало ступенью в развитии туризма в районе. Здесь, помимо туризма, в общепринятом смысле быстрыми темпами развиваются экстремальные и научные виды. Все это позволит привлечь больше внимания к Верхоянскому району. Юрий Осипов, Семен Семенов, Верхоянск.